Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук у варшаўскай студыі Еўрарадыё, адкуль мы і працягваем нашыя стрымы і абмеркаванні падзеяў у Беларусі і за яе межамі у супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Пятніца, але тэмы у нас сур'ёзныя. Вось ужо абмеркавалі з юрыстам, адвакатам Сергеем Зікрацкім вызваленне нашых калег з прэс-клуба. Павел Латушка толькі што сышоў з нашай варшаўскай студыі. І вось на чарзе эканамічны блок, бо ў нас у гасцях акадэмічны дырэктар Цэнтра эканамічных даследаванняў «Бірок» Кацярына Барнукова. Добрый дзень, Кацярына. Добрый день, Зміцер. Як вы пачуваецеся? Раз'ехаліся ўсе эксперты і журналісты па розных накірунках, наколькі я ведаю, у Кіеве зараз, ва ўкраіне, скажем так, і Бірок працягвае працаваць? Да, Бирок продолжает работать, несмотря на то, что, да, пришлось закрыть юрлицо в Беларуси. И, в общем, нам это не помогло все равно. К нам пришли с обысками в июле, как вы знаете. И сегодня большая часть команды работает из Киева. Ну, нягледзячы на тое, што усе мы раз'ехаліся вымушана па розных накірунках, тым не менш мы уважліва адсочваем ўсё, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца вакол Беларусі, за межамі, ўсе тренды, ўсе навіны, ўсе курсы і каціроўкі. Такім чынам, спадарня Кацярына, да вас пытанне так адразу ў лоб. Наша дзяржаўная прапаганда, па-ранейшаму наша, усе ж мы беларусы, і чыноўнікі любяць казаць пра тое, што санкцыі не працуюць, што, як там сказаў Гайдукевіч, толькі мацнейшымі яшчэ стануць. Там хтосьці з Мінэканомікі нават заявіў, што мы тут бліжэйшым часам там нарасцім наш эканамічны дабрабыт і гэтак далей. Раскажыце ўсё ж такі, як не працуюць санкцыі? Ну, они действительно, большинство санкций пока еще не начали работать в полную силу, потому что, например, самые серьезные санкции, это европейские секторальные санкции, они вводятся таким образом, что старые контракты, подписанные до введения санкций, продолжают работать. Поэтому я думаю, что, учитывая, что это произошло в конце июня, тут большинство контрактов, наверное, еще не истекли, продолжают работать, поэтому мы не чувствуем эффекта санкций. Конечно, этого нельзя сказать про Абсолютбанк, например, который попал под американские санкции моментально, да, но пока большинство таких серьезных санкций, они либо содержат вот эту оговорку, что на действующие контракты они не распространяются, либо, как в случае с санкциями США на Беларусь калий, просто они работать начинают позже, с 8 декабря этого года. Да. Пад менавіта вот гэтую катэгорыю, што ёсць дзеючы кантракт, трапляе сітуацыя кантракта нарвежскай кампаніі Яра з Беларусь каліем, таму што вот зараз вельмі шмат увагі, ціску на Яру як з боку офіса Святланы Ціхановскай, так і НАУ Латушкі, змагаюцца з Ярай як могуць, але можа ўсё прасцей, кантракт, які не могуць адмовіцца, ад якога не могуць адмовіцца, а хутка ўсё скончыцца, ці нешта іншае там. Я думаю, что когда Яра, конечно, говорит о том, что мы в декабре, может быть, пересмотрим контракт, они немного лукавят, потому что в декабре будет хороший повод его пересмотреть, как раз введение американских санкций, да, тут надо опять же отметить, что Норвегия присоединилась к санкциям ЕС, но эти санкции на калийную отрасль, они не включают в себя 80% нашего калия. Да? Поэтому Яра, в общем-то, даже если контракт истечет, она сможет работать по части калийных удобрений все еще с Беларусь калием. Другое дело, что когда американские санкции вступят в силу, для Яры это будет новый уровень рисков. Они тогда будут рисковать, если у них есть какие-то либо клиенты в США, либо финансовое подразделение в США и так далее. В таком случае, я думаю, Яра просто из-за рисков откажется скорее, чем из-за политического давления.
Такім чынам, пэўная доля праўды ў словах прапагандыстаў ёсць. Санкцыі не працуюць, але па банальнай прычыне, вось наколькі я разумею з вашых слоў, таму што яны яшчэ гэтыя санкцыі, большасць іх не набылі проста моцы. Але вот на ваш погляд, калі набудуць яны моц, вот калі бліжэй да Новага года или, можа быць, пасля Новага года, як гэтая сітуацыя ўся пачне працаваць у выпадку з беларускай эканомікай? Ну, смотрите, тут тоже очень много неопределенности. Да? У нас основные санкции — это в первую очередь вот, санкции на сектор нефтепродуктов и секторальные санкции по калию, плюс американские санкции на Беларусь калий. Это такие макроэкономически самые важные вещи. А если мы посмотрим на санкции по нефтепродуктам, там у нас все еще остается очень большой и премиальный для нас рынок украинский. Да? То есть, в принципе, Беларусь может не потерять много, просто переориентировав большую часть поставок своих в сторону Украины. Там, конечно, тоже есть нюансы, потому что то, что нафтан под американскими санкциями, делает его токсичным даже для российских поставщиков, для той же Транснефти. Вот. Но тут вряд ли будут прям такие большие потери, значительные. Да? Часть рынков мы потеряем, но не полностью, потому что украинский рынок, если он никуда не денется, он пока формально под санкций никаких не вводил против Беларуси, мы будем с ним работать, и это, в общем-то, позволит нефтянке существовать достаточно успешно. Что касается санкций по калию, тут самый большой вопрос — это насколько вот эта угроза вторичных санкций будет работать для клиентов Беларусь-Калия. Да? Просто чтобы объяснить вам, ну, вторичные санкции, они не прописаны так четко в американских санкциях, в указе и в документе, который выпустил Минфин американский, как это делается, например, в случае с Ираном. Там четко прописано, что любая компания, которая, например, там, будет продавать иранскую нефть, она тоже может попасть под санкции. В нашем случае такого четко не написано, но тем не менее есть достаточно такие расплывчатые формулировки, которые заставляют подозревать, что, ну, может быть, какие-то вещи могут быть истолкованы потом как попытка уклонения от санкций, а это запрещено. Да? Поэтому вот тут будет зависеть от восприятия риска. Приведу вам такой экстремальный пример. Белорусы уже давно сталкиваются с тем, что если они, например, хотят через международного брокера инвестировать в ценные бумаги, то большинство брокеров с белорусами не работает. И это было еще до вот нового цикла санкций. Да? Это было и год, и два назад. То есть просто из-за того, что когда-то какие-то санкции вводились против Беларуси, большинство международных брокеров говорит: вы знаете, мы не хотим разбираться, там, есть этот человек в списке санкций, нет этого человека в списке санкций, нам проще вообще с белорусами не иметь дела. Почему это экстремальный пример? Потому что это рынок международный, где Беларусь играет очень маленькую роль, да, и просто от белорусов, как от клиентов, отказаться, да, вместо того, чтобы брать на себя риски. Калийный рынок — это другая сторона, другой экстрем. То есть на калийном рынке как раз мы играем очень большую роль. Беларусь калий — это 15-20% мирового рынка. И наши поставщики — это компании, которые там, вот, например, вернее, не поставщики, а клиенты, китайские компании, они сами иногда попадают под санкции американские. Да? То есть это клиенты, для которых Беларусь калий важен как поставщик, и клиенты, которые, в общем-то, не боятся брать на себя риски. Да? Поэтому, учитывая, что, ну, в США мы не так много калия поставляли, да, этот рынок мы точно потеряем, но наши основные поставщики, вот, наши основные клиенты — Китай, Индия и Бразилия — мы не знаем, как они будут реагировать на санкции. Вот нам придется подождать декабря и увидеть. Да, я подозреваю, что некоторые китайские компании, они
не любят санкционные риски, да, но те из них, которые там действительно несколько компаний, потребителей Беларусь-Кали, они уже и так под американскими санкциями сами, они вряд ли будут избегать продукции Беларусь-Кали, да. А с индийскими, бразильскими рынками тоже могут быть свои нюансы, поэтому, опять же, подождем и посмотрим. Но как бы ирония судьбы в том, что мы еще и сразу не узнаем, потому что статистика у нас сейчас и по калию, и по нефтянке на всякий случай закрыта. Мгм. Ёсць яшчэ некалькі такіх важных міжнародна глобальных тэм, якія хацеў абсудзіць, але давайте, можа быць, з такого да бліжэйшага. Па-першае, ёсць цікавае пытанне, але я можа быць, пачну са свайго яшчэ аднаго пытання. Вот вы нагадалі вельмі добры такі экстрэмальны прыклад, калі проста адмаўляюцца на вот гэтым рынку працаваць з беларусамі просто. Я уже не Мгм. один раз чую про тое, что нават некаторыя там кампаніі, фірмы, якія працуюць, супрацоўнічаюць з заходнімі нейкімі партнёрамі, атрымліваюць ад сваіх партнёраў такі адказ, што слухай, зараз такая ситуация с этими санкциями, зусім нам прасцей, лепей вам нечага там не отгружать, ни контракты не подписывать, чым разбираться, вот як вы правильно сказали, у санкциях ты, не санкциях, потраплю я ў нейкія там чорныя спіски з-за того, что працую с тобой, ці не потраплю, лепей я адмоўлюся. І вось у гэтай сітуацыі, на ваш погляд, як далей будзе існаваць, ці што будзе рабіць беларускі бізнес, якія будуць яго стратэгічныя хады ў гэтай сітуацыі. Ну і як працягваць Лукашенко днямі звярнуўся да бізнеса як мясцовага хутчэй, а можа і да заходняга, кшталту таго, што да не будзем мы тут нікаго кашмарыць, давайте прыходзьце, можа вы там памыліліся там дзесьці, тут, маўляў, станьце на калені, папрасіце прабачэння і працуйце сабе далей. Вось два пытання, то есть вот з бізнесам звязаныя. Ці павераць Лукашенку і што будуць рабіць у гэтай сітуацыі вызначанасці санкцыйнай? Ну, вы правы в том, что действительно под вот эти эффекты санкций могут попадать белорусские бизнесы, которые, ну, в общем-то, ни к санкциям, ни к режиму никакого отношения не имеют. Мы уже видим, например, что даже те белорусские банки, которые не попали под американские санкции, начинают испытывать проблемы с международными переводами SWIFT. Да? Да, это пока просто технические проблемы, которые решаются, которые просто делают переводы немного длиннее на данный момент, и, скорее всего, там, в течение нескольких месяцев эти проблемы будут полностью разрешены. Но, тем не менее, это вот такой отражатель ситуации, когда действительно многие контрагенты, особенно на конкурентных рынках, где белорусы — это одни из множества альтернативных партнеров, будут легко отказываться от белорусских компаний просто на всякий случай. Ну и что могут делать в таком случае белорусские компании? Если это экспортно-ориентированные компании, в первую очередь открывать какие-то представительства за рубежом, где возможно перестраивать свои бренды так, чтобы не ассоциироваться с Беларусью и так далее. Ну и все это, конечно, с одной стороны, не несет там каких-то немедленных трагических последствий, но с другой стороны, в долгосрочном периоде будет означать, что, опять же, когда бизнес будет думать, что делать, здесь развиваться дальше или смотреть на то, чтобы свой бизнес развивать где-то еще, все чаще и чаще он будет отвечать на этот вопрос где-то еще. Вторая часть, вот, которую вы затронули, это вообще отдельная, очень интересная, и тут может быть разговор, потому что, мне кажется, сейчас происходит вот такое достаточно серьезное изменение отношения к частному бизнесу со стороны правительства Беларуси. Да, то есть мы очень долго, многие годы Беларусь и достаточно успешно либерализовала условия для частного бизнеса, развивала частный бизнес, и это давало свои плоды.
При этом это было так немножко, ну, такой был как секрет Полишинеля, потому что, ну, на самом деле очень редко правительство хвасталось этим, да, напрямую. То есть, да, говорили про либерализацию, но никто не говорил, что вот частный сектор — это уже там половина экономики белорусской, да. Не говорили это, ну, собственно, потому что, ну, тогда надо сказать, что государственный сектор вот у нас почему-то сжался, да, несмотря на то, что не было никакой приватизации. Вот, а это указывает на экономические провалы, по сути, правительства в управлении этим госсектором, и это действительно было так. Но рост частного сектора позволял это все успешно компенсировать. А сейчас ситуация меняется, потому что мы не раз слышали из уст Лукашенко обвинения в том, что, собственно, частный бизнес, бизнесмены, ИПшники, айтишники, эти все люди были активными революционерами, скажем так, да. Поддерживали протест, финансировали протест. Мы слышим обвинения как общего характера, так и в адрес конкретных компаний. И мы слышим всякие намерения больше взять под контроль частный сектор. Да? То есть вдруг политически оказалось, что вот у нас есть такой независимый и влиятельный игрок в стране, частный бизнес, да, с которым надо считаться и который, наверное, хорошо бы взять сейчас под контроль. Вот. Но, с другой стороны, у нас есть экономические власти, которые понимают, что частный бизнес — это, опять же, это половина экономики. Причем это та половина экономики, которая не сжимается, а растет, которая наращивает экспорт, которая наращивает занятость. То есть это огромная часть успеха. И, в общем-то, убивать ее просто вот так вдруг нельзя, это будет очень болезненно для всех. Это может быть болезненнее, чем санкции на самом деле. И, конечно, то, что мы видим, с одной стороны, знаете, приказы, там, давайте введем профсоюзы на всех предприятиях, мы видим там предложение ужесточить условия участия в ПВТ, убрать там часть налоговых льгот, но, с другой стороны, мы видим, что пока что многие из этих намерений, они не реализуются, к счастью. Да. Видимо, все-таки экономическая часть правительства каким-то образом нейтрализует, что ли, эти намерения, да, и не подхватывает их радостно. Вот. Но что будет дальше, непонятно. Вот мы видим какую-то непонятную сейчас ситуацию с ИПшниками, да, и, в общем, как меняется вот этот баланс сил между экономическим и неэкономическим блоком правительства. Все это достаточно интересно, и мне кажется, от этого будет будущее развитие экономики зависеть, ну, как минимум настолько же, как от санкций, если не больше. Ну, бачыце, тут эканамічны блок урада можа што хочаш сабе там думаць і спрабаваць, але ў гэтай сітуацыі, калі раніцай Лукашенко заяўляе, звяртаецца да бізнесу, ніхто вас не будзе кашмарыць, а пасля абеда прыходзяць ператрусам сілавікі ў чарговую IT-кампанію, калі ІПшнікаў спыняюць рэгістрацыю, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось пытанне ад вожыка патрыёта. Гучаць заявы пра новыя падаткі для аграсядзібаў. Гэта спроба выцягнуць дадатковыя сродкі з вырасшага за пандэмію ўнутранага турызма, ці што? Да, это, в общем, достаточно понятная вещь. То есть давно, на самом деле, еще до всех событий, наверное, года 2 или 3 назад, Минфин начал активно говорить о том, что ну, надо бы нам пересмотреть те налоговые льготы, которые у нас есть, посмотреть, насколько они хорошо работают, да, или, может быть, они уже выполнили свою функцию. И вот я думаю, в случае с агроусадьбами логика такая, что мы дали толчок развитию агротуризма, да, дали вот эти льготы. Сейчас эта часть бизнеса чувствует себя достаточно хорошо, и, возможно, она, в принципе, будет работать хорошо и без льгот, да. И, в принципе, в этих рассуждениях есть своя внутренняя логика, особенно учитывая, что
Ну, очевидно, что у нас бюджет, он уже как бы так структурно в дефиците, да, то есть он в долгосрочном периоде не сводится к нулю. Нам придется поднимать налоги, и прежде чем поднимать общий уровень налогов, да, все-таки Минфин смотрит на те льготы, которые есть, и смотрит, можно ли их урезать, да. И вот оказалось, видимо, что действительно агроусадьбы, которые сейчас получают хороший уровень прибыли из-за того, что люди не могут никуда поехать, ну, выглядят как такой естественный кандидат поднять налоги там, где не будет от этого больших экономических последствий, то есть вряд ли эта деятельность сильно сократится из-за того, что налоги поднимут. Вот. Ну, а як працяг, гэта, відаць, падвышэнне НДС для транзітных тавараў. И, возможно, и это тоже. То есть мы видели по НДС сокращение льгот в начале этого года там, по другим позициям, в частности, по лекарствам, по детским товарам. По детским товарам позже рост НДС отменили. В частности, я думаю, это связано и с тем, что цены начали расти слишком быстро. Это решение решили откатить, но с НДС для товара, который возится для реэкспорта. А есть такой нюанс, что, возможно, тут еще какие-то российские интересы, да, то есть Россия давно говорила о том, что у нас существуют вот непрозрачные такие налоговые схемы, которые позволяют там ту же санкционку или там цветы реэкспортировать в Россию. Выражалось недовольство этой ситуацией, ну и в конце концов, видимо, пришлось пойти навстречу, ну, хотя бы в этом вопросе, да, учитывая нашу политическую сейчас зависимость от Российской Федерации и политическую, и экономическую, неудивительно, что приходится идти на такие уступки. Іван Ко звяртаецца да вас, Кацярына, з просьбай даць пракаментаваць. Праўда, відаць, ён піша это на нейкай вашай агульнай эканамічнай мове. Я цяжка разумею, што, но вам, відаць, будзе зразумела. Крэдытная нагрузка дзяржаўных флагманаў. Просьба пракаментировать. Вот вы зразумелі, што да чаго? Имеется в виду задолженность госпредприятий перед банками и, ну, в первую очередь, крупных госпредприятий. И это наш извечный болезненный вопрос, потому что у нас, в общем-то, любой подход к развитию госпредприятий, он заканчивается идеей, что, ну вот давайте госбанки дадут им много кредитов, они на эти кредиты там купят новое оборудование, например, да, или построят новые цеха, и таким образом будут развиваться. Да. И мы много раз видели последствия такого вот экстенсивного развития в виде разгона инфляции и девальвации. И вот сейчас, ну, в прошлом году вот эта задолженность, она выросла из-за того, что была пандемия, и в пандемию, по сути, было принято решение не снижать объемы выпуска на этих госпредприятиях, поддерживать их, и поскольку многие из них моментально стали убыточными, естественно, эти убытки надо было закрывать новыми кредитами. Затем вот тот всплеск спроса на экспорт наш, который мы видим в начале этого года, он немного позволил эту ситуацию облегчить, но не для всех. Да? То есть мы видели в начале года ситуацию с БМЗ, когда государству, по сути, пришлось ну, взять на себя этот долг, да, то есть, вернее, обменять его на государственный фактически. Речь шла тогда о 650 миллионах долларов, то есть это достаточно большая сумма, это всего одно предприятие. Да, самый крупный, наверное, должник, самый проблемный, но тем не менее. И действительно сейчас, сегодня, когда государство понимает, что, наверное, оно будет вынуждено поддерживать госсектор и накачивать уровень выпуска в госсекторе
особенно когда санкции начнут все-таки действовать и чувствоваться в экономике, да, единственный канал, на который вот сможет повлиять государство, это через вот госпредприятия пытаться стимулировать экономику. Скорее всего, это приведет к росту задолженности. Именно поэтому, например, Сергей Чалый говорит о том, что нам надо вот на задолженность госпредприятий смотреть и следить за ней, да, потому что это действительно будет одним из индикаторов такой макроэкономической стабильности, что ли, да. Вот, потому что, в принципе, даже там тот же эффект санкций можно будет там долго прятать в статистике, долго не отражать его даже в общем ВВП, да, поддерживать выпуск всеми искусственными методами накачки, но это должно будет быть видно в росте задолженности. Хацелася б вярнуцца да банкаўскай тэмы. Вы ўзгадалі Абсалют-банк, які зараз займеў, і яго карыстальнікі паслугамі гэтага банка займелі адпаведна праблемы з-за таго, што ён імгненна патрапіў пад амерыканскія санкцыі. Зараз ідзе размова пра магчымасць адключэння ўвогуле Беларусі ад сістэмы SWIFT. Адпаведна, наколькі ўсё ж такі гэта рэальна, і другое, што чакае іншыя банкі, и что чакае нас у таким выпадку? Ну, смотрите, насчет возможности отключения Беларуси от Свифта, ну, я бы не стала прям точно отрицать эту возможность, но, скажем так, до этого есть еще много шагов, которые, скорее всего, Евросоюз сначала предпримет, да. В частности, это расширение, возможно, санкций на калий. Как я говорила, сейчас 80% калия, который мы экспортируем, не подпадает под европейские санкции. Было бы естественным шагом следующим сначала расширить эти санкции на калий, а только потом вводить такие серьезные санкции, как отключение от платежной системы SWIFT. Второй момент в том, что в тех ситуациях, в которых в международном праве вообще вводились такие санкции, обычно это вводится по отношению к нескольким банкам, не ко всей банковской системе, поэтому есть надежда, что все-таки всю банковскую систему не отрежут, да, от международных переводов. Но, в принципе, насколько мне известно, еще год назад Нацбанк готовил белорусские банки к такому возможному сценарию и готовил их к возможности использовать тогда международную систему переводов через российские банки. Да? Это одна из альтернатив. Но я должна вам сказать, что, глядя на то, что происходит с Абсолютбанком, американские санкции, они гораздо более серьезны, чем просто отключение от SWIFT. То есть особенно для финансовых организаций. То есть почему финансовые организации так боятся американских санкций и вторичного эффекта санкций, именно потому что для них это фактически означает смерть бизнеса. Да? То есть Абсолютбанк не просто не может SWIFT-переводы делать, он отключен от системы Visa, он не может выполнять еще массу функций. То есть, по сути, как банк, он практически убит. Поэтому мне кажется, что угроза расширения американских санкций на другие банки, она гораздо более опасна, чем угрозы отключения SWIFT. Калі ўжо закранули амерыканскую тэму і сур'ёзнасць амерыканскіх санкцый, МВФ і гэтыя 950 мільёнаў, якія нібыта выдаткаваныя для Беларусі, і якія, нягледзячы на ўсе звароты, на ўсю кампанію, якая развернутая там у сацыяльных сетках в інтэрнэце, якую там педаліруюць НАУ з офісам Ціханаўскай, могуць быць выдаткаваныя Беларусі вот ужо зараз, то есть фактычна беларускаму рэжыму. Чаму так? Чаму МВФ не прыслухоўваецца да аргументаў, і ці выратуюць яны ў дадзенай сітуацыі беларускія, там, я не ведаю, там, хто, Беларусь, беларускі рэжым, эканоміку Беларусі, это 950 мільёнаў? Смотрите, МВФ все-таки пытается сохранять образ такого не очень политизированного института.
И поэтому, если нет международного консенсуса насчет того, что правительство не признано, то МВФ будет выдавать этот кредит, поскольку оно выдает им их всем странам-членам МВФ, в которых, опять же, международное сообщество, вернее, не международное сообщество, а конкретно, опять же, страны-члены МВФ признают правительство этих стран. Да? Вот сейчас тема с Афганистаном, она реактуализировала этот вопрос, опять же, но боюсь, что, ну, поскольку все-таки правительство Беларуси, оно признается большинством стран-членов МВФ, ну, достаточно сложно будет МВФу рационализировать это решение. Да? То есть, как пример, да, тот же США отправил в Беларусь посла. Да, и, в общем-то, какое-то время была даже надежда, что посол сможет работать в Минске. Вот, эта надежда не реализовалась в итоге, но, тем не менее, вот такого официального непризнания правительства, его нет. Да, и, возможно, посмотрим, буквально на следующей неделе вопрос решится, но, скорее всего, МВФ не сможет отказаться от выдачи кредита в Беларуси в такой ситуации. Что это будет означать? Тут тоже есть много неопределенности, потому что, с одной стороны, действительно, ну, во-первых, выдаются неживые деньги, да, выдаются специальные права заимствования, с одной стороны. С другой стороны, эти специальные права заимствования, они напрямую зачисляются в золотовалютный резерв. Вот. Насколько это ликвидная часть резервов? Ну, очевидно, что нет. Хороший пример, например, в том, что у нас и во время кризиса 2011 года в золотовалютных резервах лежали специальные права заимствования, и мы не смогли в тот момент, когда валюта была очень нужна, мы не сумели их потратить. Да? Тогда, конечно, была немного другая ситуация. Почему? Потому что основной способ потратить эти специальные права заимствования — это не просто выбросить их на валютный рынок внутри страны, это как раз вот невозможно, но основной принцип — это рассчитаться ими за внешний долг. И вот тут мы упираемся, в общем-то, в вопрос, а захотят ли наши кредиторы, которым мы делаем основные выплаты в этом и в следующем году, принимать специальные права заимствования. Вот. А наши основные кредиторы — это Россия в первую очередь и немного менее значимый Китай. Вот. Все будет зависеть от того, захотят ли они принимать специальные права заимствования как единицу расчета. Да? То есть, опять же, все сводится к нашей зависимости от России, но теперь она будет немножко меньше, чем обычно. Да? То есть мы не новый кредит будем просить у России, а будем просить России, чтобы она приняла специальные права заимствования как средство для расчета за старый кредит. Не ведаю, наколькі спецыялісты ў гэтай тэме, ну вот, у прынцыпе, цікавае пытанне. Ці варта ў бліжэйшым часам чакаць спада экспарта леса з-за таго, што насычаныя рынкі збыта? Я думаю, я тоже не специалист в этой теме, но я знаю, что цена потихоньку снижается, спрос уже не такой большой, как был раньше, и, возможно, учитывая, что, ну, цена все еще выше, чем обычный уровень, да, но уже не такая настолько необыкновенно высокая, это, возможно, все-таки снизит желание экспортировать лес без переработки. Вот. Но тут, опять же, сложно прогнозировать что-то, потому что не очень понятно, как мировые рынки будут развиваться. Да? Если цена будет продолжать падать, то, конечно, и экспорт леса тоже упадет. Ну і на заканчэнне ўсё ж таки хацелася б, каб вы вот як спецыяліст, адмысловец падсумавалі всю нашу размову. То есть вот чаго па выніку усяго вот таго, што прагучала, а штосьці можа і не прагучала, чаго чакаць і беларускай эканоміцы, і прадпрыемстваў, бізнесу, і простым беларусам? Мгм. Ну, смотрите, у нас сейчас экономика в очень хорошей форме благодаря в первую очередь внешнему спросу и благодаря росту экспорта.
Но, скорее всего, эта ситуация, она будет уходить в прошлое, потому что бум на многих рынках, он заканчивается, восстановление постковидное заканчивается. Более того, штамм Дельта несет в себе новые угрозы, и они уже начинают реализоваться, например, отражаться на той же цене на нефть. Поэтому тут вот этот праздник наш экономический, он, скорее всего, не продлится. И у нас есть две большие угрозы, на мой взгляд. Первая угроза — это санкции. Тут очень много неизвестного, очень много непонятного, но несомненно, что если санкции будут, во-первых, расширены, во-вторых, будут то, что заявлено, будет реализоваться, это будет достаточно болезненно для экономики, и это может иметь в том числе социальные последствия, особенно, ну, в первую очередь, в тех регионах, в которых расположены те предприятия, которые под санкциями. Хотя потом будут и макроэкономические эффекты тоже. А вторая часть рисков — это вот как раз то, о чем я говорила: отношение к частному сектору, политика по его развитию и, в общем-то, ответ самого частного сектора на те угрозы, которые возникают, да, потому что частный сектор уже давно, по нашим опросам, оценивает риски как очень высокие. Я думаю, что события последних нескольких месяцев их только повысили. А это означает, что развиваться частный сектор будет медленнее, чем без этих рисков, да, и вот, собственно, как будет реагировать экономическая политика на это, в этом тоже большой риск, и, ну, в общем, будем смотреть, сможет ли экономический блок правительства выдержать вот эту атаку, а, и отразить ее, да, защитить частный сектор, или им придется все-таки уступить и смотреть, как плоды их трудов уничтожаются. Дзякуй вялікі. Ну вось атрымліваецца, што ўсё ж такі такія смутныя, не вельмі ўцямныя, але відавочна не зусім добрыя часы чакаюць беларускую эканоміку і беларусаў. Дзякуй за прагноз. Кацярына Барнукова, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.